Ну, собственно, как-то вот все довольно гармонично мне произошло, когда я закончил школу, как-то по традиции, сложившейся в нашей стране, нужно же куда-то идти, в какой-то институт. Ну и, собственно, как я почему-то сразу понял, то, что я хочу нарисовать на тот момент, конечно же. Ну и, в общем-то, у меня первое образование такое академическое, станковая графика, я учился в Воронеже. Все это было как-то довольно весело, непринужденно, и какого-то такого вот прям озарения, что там я хочу заниматься искусством, у меня не было. То есть все это как-то этапно, спокойно произошло. Когда я переехал жить в Москву, я учился в Институте проблем современного искусства. Но это было, опять же, ну, такое, связано с каким-то желанием, ну, наверное, ну, во-первых, я приезжаю в Москву, я никого не знаю, просто познакомиться с какими-то людьми, ну, и как-то структурировать свои знания. Потому что для меня это не было, конечно, там открытие, что можно там какие-то там бумажечки укладывать, и это то, что там является искусством после того, как ты там в 6 лет сидел и рисовал. То есть вот как так. Что такое? Но, откровенно говоря, я не совсем понимаю вот такое разделение жесткое, что там классическое искусство и современное искусство. То есть ты можешь делать вполне какие-то вещи там contemporary art, но при этом использовать какой-то инструмент и какие-то ходы классического искусства. Ну, то есть то, что я, в принципе, продолжаю делать сейчас. Грубо говоря, я до сих пор очень люблю рисовать вот этот сам процесс, когда ты сидишь, что-то там рисуешь карандашиком. Так что, мне кажется, это просто это база, во-первых, это дает тебе какое-то чувство там, на композиции, какое-то чувство там, ну, какое-то, ну, не знаю, это очень сильно помогает как-то редуцировать работу. То есть, если у тебя есть образование классическое, но по меньшей мере вот мне оно не мешает. Хотя вот бывают какие-то примеры, когда действительно люди совершенно без какой-либо академической базы делают очень сильные вещи. У каждого свой путь, ребята. Мне кажется, ну, искусство, оно уже не имеет какой-то национальности явно. Да, есть какие-то работы художники, которые работают вот именно с такой вот жесткой с этой ментальностью, там, русской, но мне все-таки ближе какие-то вещи более обобщенные. Ну вот тоже очень странный какой-то термин «молодой художник». Вот каким, да, действительно, этим категориям это может вообще рассматриваться. То есть ну, возрастной ценз, он довольно странен и довольно абстрактен. Ты можешь в 20 лет делать довольно мощные вещи, а можешь в 60 их не делать. Молодое искусство, мне кажется, ну, возможно, просто связано вот с каким-то, с такой особой чувствительностью в момент очень сильной, когда ты вот действительно остро можешь реагировать на то, что происходит вовнутрь, а не крутиться и вот, затираться в своих каких-то внутренних, там, чисто эстетических и формальных вещах. С возрастом, конечно, связано, но это, наверное, какой-то есть такой блок художников, там, которые вот, ну, где-то находятся в моей какой-то там тусовке, какой-то зоне общения. Конечно, есть какая-то общность, потому что, ну, во-первых, это вот это вот пресловутое постсоветское наследие, которое очень сильно, конечно же, откладывает и на человека, и на то, что он делает. И ну, то есть люди более старшего поколения, они, конечно, совсем каким-то иным языком говорят. То есть формально это может быть так же, но вот все равно это как-то чувствуется в работах. Но, во-первых, поколение это одно, а люди все совсем разные, соответственно, они могут оперировать совершенно какими-то разными языками. Кто-то, кому-то ближе там какой-то там трэш делать, кому-то ближе какие-то вещи очень такие тонкие, минималистичные делать. Но я не думаю, что это связано как-то вот именно с возрастом. Просто для художников более старшего поколения там же ну, какая-то совсем другая проблематика, потому что и все какие-то социокультурные поле совсем другое было. То есть нам тоже не надо, слава богу, там, с каким-то Советским Союзом бороться, хотя нам тоже уже есть с чем бороться. Но это очень сильно как-то считывается. Ну, в работах, в высказываниях. Ну, вообще все мои друзья художники, надо признать, да. Ну, либо художники, либо занимаются какими-то там схожими какими-то вещами. Но что самое интересное, мне кажется, в Москве она есть, но в рамках каких-то вот таких кружков. То есть вот когда я ездил зимой в Санкт-Петербург, меня удивило то, что вся питерская арт-тусовка, они совершенно как-то
разновозрастные и как бы уровневые, они все общаются. Ну, то есть это может быть совсем молодой художник, какой-нибудь начинающий молодой художник, и при этом там какие-нибудь звезды. И все они как-то на равных общаются. В Москве все-таки есть такое очень жесткое разделение, и даже там какая-то неприязнь, то есть вот есть там круг, который вот этим занимается, есть круг, который вот этим занимается, друг с другом они там не контактируют. Ну а внутри, конечно, да, какая-то есть взаимная выдержка, какая-то взаимная поддержка. Но я переехал в Москву 4 года назад, ну и как бы для меня это не было каким-то удивлением, потому что, во-первых, я жил в Воронеже тогда, и я очень часто, ну что там 500 километров, я очень часто ездил в Москву, но вообще я очень Москву не любил. То есть я помню даже прям вот такие свои ощущения, когда, ну, обычно там есть очень удобный поезд, и вечером в Воронеж садишься на него, утром приезжаешь, делаешь все свои дела, вечером опять садишься на поезд и едешь назад. И вот я помню, прям вот я ходил по Москве, мне осталось там где-то часа 2-3 до поезда, и я думаю, господи, когда же вот это все закончится, я сяду в поезд, уеду в свой прекрасный теплый южный город Воронеж. Ну, а потом как-то, да, получилось так, что я полюбил Москву. И вот, ну, для меня, ну, конечно, я думал очень много об этом, но для меня Москва это такой какой-то, здесь есть какой-то момент вот такого стокгольмского синдрома. Он очень неудобный город. Ну и по своей там конфигурации, и условиям, и дорогое жилье, и дорогая не очень хорошая еда, и все очень нервные, и все очень быстро. То есть даже для меня, тем более, как человек очень расслабленный, это очень сильно удобно. Но в какой-то момент тебя это захватывает, и тебе это начинает нравиться, хотя это тебе приносит какой-то дискомфорт. Карточки магнитные, непонятно какой стороной рисовать. Скорость, стресс, сумасшествие. Я очень много, даже вот из своей среды вижу людей, которые приехали в Москву и под давлением вот этого всего, даже порой каких-то вещей довольно там приятных, там, скажем, внимания какого-то там арт-сообщества, они начинают так потихонечку с ума сходить. Ну и эклектика, конечно же. За что, собственно, Москву-то любим, за вот это вот безумие. Да мне, собственно говоря, не сложно в Москве, мне очень комфортно. Если мне было сложно, я бы уже давно уехал. Наоборот, мне очень нравится то, что можно очень много каких-то вещей здесь видеть и наблюдать, которые там для, опять же, моих работ мне очень важны те же самые вот эти темы стресса, безумия, вот этого вот стокгольмского синдрома. То есть это очень хорошее такое поле для наблюдения и для того, чтобы потом с этим работать. Да нет, мне по сути везде хорошо работает. Я могу и на даче на своей в Воронеже сидеть спокойно работать, точно так же могу и в мастерской в Москве работать. Ну, во-первых, он очень такой город сильный, мощный, и, как правило, художники люди все-таки как-то довольно тонко чувствующие какие-то такие вот вещи. Дальше так не может влиять, это накладывает очень какие-то нюансы. Ну вот у меня как-то очень сильно изменилась там тематика работы после переезда в Москву. То есть до этого я занимался там совсем другими какими-то вещами. То есть мне стало интересна какая-то вот эта вот какая-то холодность, какая-то отстраненность, наверное, потому что в Москве ты это чувствуешь. Ну, то есть там Воронеж и Москва — это небо и земля. Воронеж очень расслабленный, такой спокойный, теплый город. Москва же, наоборот, очень замкнутая, поэтому даже там на улицу, когда ты выходишь, в Воронеже там, скорее всего, с тобой будут общаться, и там не всегда как-то классно и для тебя комфортно. В Москве же просто всем все равно. Я, собственно, не работаю с темой, ну, как бы просто в каком-то привычном понимании. Мне вот интересна тема какого-то вот этого вот, изменения человека. Ну, то есть насколько вот, человек под воздействием какого-то сейчас вот, расцвета медиа начинает меняться.